Подводим итоги недели на главном телеканале Республики. В студии Гузель Ахметьярова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Праздник тех, кто получил воинскую закалку. Знаю врагов, всех победить! В республике отметили День защитника Отечества. Участникам специальной военной операции вручили награды. И для них же запустили новую кадровую программу «Герои Башкортостана». Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Страна гостеприимства и улыбок. Мы договорились, что в этом году будет несколько визитов из Башкортостана в Узбекистан. Башкортостан укрепляет связи с Узбекистаном. В каких направлениях намерены развиваться две республики? Импортируется из Узбекистана это материалы, это продовольственные товары, текстиля. Завозятся в республику, например, металлы. Школьная реновация. В этом году десятки школ откроют свои двери после капитального ремонта. Некоторые примут учеников впервые. Расскажем о ходе строительных работ. Отопление по всем корпусам уже 100%. Водоснабжение тоже сделано. Электроснабжение и электроразводка тоже сделано. Впервые за 15 лет. После этого результата как будто больше сил появилось и мотивации работать и подтверждать свой титул. Башкирская горнолыжница стала триумфатором чемпионата России. Расскажем, как далась ей эта победа. Праздник тех, кто получил суровую боевую воинскую закалку и прошел через трудные испытания. Владимир Путин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Особые слова поздравления президент передал солдатам и офицерам, участникам специальной военной операции. Рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Такие качества, как ответственность, честь и умение принимать решения в критических ситуациях, полученные на передовой, будут использованы в государственной и муниципальной службе. С 24 февраля в республике стартует региональная программа «Герои Башкортостана». Инициатором ее создания выступил глава республики. Ради Хабиров также поздравил жителей региона с праздником. Подробнее в репортаже Руслана Батыргареева. Корзины с цветами от главы республики в память о тех, кто самоотверженно сражался за Родину. Мероприятия в честь Дня защитника Отечества уже традиционно начались с Парка Победы. Цветы возложили к мемориалу героев Советского Союза Александра Матросова имени Гали Губайдуллина, у подножия которого горит вечный огонь. Глава Башкортостана подчеркнул важность этого дня и глубокий смысл праздника. Этот год, на самом деле, 80 лет победы Великой Отечественной войны. Это год защитника Отечества, объявил президент. У нас в республике мы еще особый акцент сделали на год заботы об участниках СВО, членах семьи. Поэтому, мне кажется, с особым чувством во всей стране нашей этот день отмечают. Возложил корзину с цветами глава республики и к памятнику Героя России генерал-майора имени Гали Шаймуратова на Советской площади. Вместе с ним в торжественной церемонии участие приняли члены правительства Башкортостана, руководители правоохранительных органов, министерств и ведомств, а также ветераны вооруженных сил и участники специальной военной операции. Ключевым праздничным мероприятием стало торжественное собрание в честь Дня защитников Отечества. В ГКЗ «Башкортостан» собрались военнослужащие, офицеры запаса, участники СВО, члены их семей. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Николай Фомин родился в селе Базгиево Шаранского района. С августа 1943 года воевал с немецкими захватчиками, был связистом. В составе Забайкальского фронта сражался против японской армии. В 1947 году демобилизовался и до самой пенсии работал учителем в родном селе. А мы победили, потому что был народ един. Я помню еще в 1941 году, когда немцы подошли к городу Москве, верили, что все равно победа будет за нами, потому что наше дело правое, не надо сомневаться, верить надо в свои силы. В
В свои силы он верит и по сей день. Несмотря на возраст в 102 года, ветеран приехал на торжественное собрание, чтобы лично получить из рук главы республики медаль в честь 80-летия Победы. Среди награжденных еще 2 участника Великой Отечественной войны – Петр Сергеев и Владимир Пискарев. Я очень доволен тем, что участников Отечественной войны не забывают. И вот в настоящее время пригласили сюда и будут награждать. Это великая честь для меня. На сцену за наградами в этот день поднялись и те, кто защищает интересы страны с оружием в руках в наше время. Ради Хабиров поблагодарил семьи участников СВО за веру, терпение и умение ждать. Забота о воинах и родных остается для республики самым важным направлением. Активно Башкортостан поддерживает бойцов и на передовой. Хочу сказать огромную благодарность Республике Башкортостан, району и всем неравнодушным жителям республики, района, сел. Да очень ощущается поддержка. Башкортостан занимает 2-е место среди регионов по трудоустройству участников СВО, отметил глава республики. Им продолжат помогать с освоением профессии, карьеры, социальной адаптации. А еще по поручению президента России республика расширяет федеральный проект «Время героев». 24 февраля дадут старт новой региональной программе «Герои Башкортостана». Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества – ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем займут достойное место в нашей управленческой команде. Инициатива очень хорошая, говорит боец с позывным «Хасан», участник специальной военной операции, пока находится в отпуске по ранению. В будущем военнослужащий намерен стать участником регионального проекта. Решение очень хорошее для нашей республики, для будущих кадров нашей республики, для поднятия потенциала, для работы в госуправлении и для поднятия госпроизводства. Ради Хабиров еще раз поблагодарил всех ветеранов и воинов Башкортостана, отметив, что республика продолжит сохранять историческую правду, память о героях, укреплять связь поколений, воспитывая у молодых ребят чувство патриотизма. Руслан Батыргареев, Артур Ханов, Родион Матвеев и Виктор Демидов. Итоги недели. Уфа. В канун праздника президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России еще одному военнослужащему из Башкортостана. Уроженец Дуванского района, капитан гвардии Дмитрий Авдонин, проявил мужество и героизм при обороне опорного пункта. Командуя отрядом, он оказывал медицинскую помощь своим подчиненным, несмотря на то, что сам был ранен. Его действия позволили сохранить жизни бойцам, отразить многократные атаки противника и выполнить поставленную задачу. Таким образом, Дмитрий Авдонин стал 13-м по счету Героем России из Башкортостана, получившим это звание за время проведения СВО. В честь праздника бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне СВО получили боевые награды, мотоциклы, внедорожники и бронетехнику. Все необходимое для выполнения поставленных задач отправили с очередным, уже 144-м по счету гуманитарным конвоем. О том, кто и как отмечает праздник на передовой, репортаж нашего военного корреспондента Азата Садриева. Для многих бойцов мотострелкового полка Башкортостана это уже не первый праздник, который они отмечают в зоне спецоперации. На фронт ушли добровольцами, поэтому случайных людей здесь нет. Каждый понимал, на что подписывается. Указом главы республики отличившиеся бойцы были отмечены медалями имени Галиши и Муратова. Вдвойне приятно, причем помимо праздника у меня еще 24 февраля будет день рождения, так что еду в отпуск. Всех мужчин поздравляю с 23 февраля. Это мужской сильный праздник. Передаю привет своей семье, 4 детям. Победа будет за нами. Приблизить победу бойцам помогают неравнодушные жители республики. Тыл такой же крепкий, как броня военной техники, которую передали полку Башкортостан. Использовать ее будут на самых опасных участках.
бронированный Урал будет выполнять боевые задачи, вывозить, соответственно, десант на передовую. И это большой успех тому тоже к продвижению нашему успеху, нашему общему делу. Да он такой уже сразу подготовленный, да, вот там вот и получается антидроновая сетка уже установлена, бронированная кабина. Вот это, насколько это помогает при выполнении боевых задач? Все-таки обстановка же сложная, птички. Обстановка сложная, да. Есть и пивидроны, которые вот именно вот эти сети, они помогают. Это как антидроновая помощь для нашей техники. Соответственно, противник все равно он пытается бить, в основном в ту часть, где машина будет неисправна. И, соответственно, эта машина будет доставлять наших штурмовиков, наш десант на передовую для выполнения боевой задачи. Для этих же целей предназначена и другая техника. Помимо бронированного Урала, бойцам мотострелкового полка Башкортостан также передает многофункциональный тягач легкого бронирования, он же МТЛБ «Баталыга». Предназначена эта техника для того, чтобы забрасывать штурмовиков на линию боевого соприкосновения для эвакуации раненых. Машина полностью готова для работы здесь на ленточке. На нее уже установили антидроновую сетку, чтобы защитить десант от вражеских птичек. Среди бойцов мотострелкового полка Башкортостан люди самых разных профессий. И теперь их объединяет одна общая работа – защита своего отечества. Изначально, когда мобилизация пошла, я ходил в военкомат, повестку не приходила. Сказали, что по возрасту повестку не придет. Приняли решение подписать контракт добровольно. Попал в башкирский полк. Ни капельки не пожалел, ни минуты. Выполняю долг. Работаем. Сын по мобилизации вызвали. Он в спецназе служил. 9 месяцев служил, погиб. Потом я пошел. А где кем служил, как погиб сын? Он в спецроте служил, когда Азов, завод, большой Азов, когда брали, вот там он погиб. Доставали 4 месяца. Не могли достать, потому что не давали. Потом пацаны достали и после похорон я пошел, чтобы отомстить. Надо же убить эту всю нечисть. Поэтому я здесь. Разгрузка гумконвоя проходила под прикрытием антидроновых групп. Вражеские беспилотники могут долететь и до тыловых районов. Помимо бронированной техники, мотоциклов и внедорожников, бойцы на праздник получили именные посылки от родных. Азат Садреев, Айнур Кабиров, Иван Шабрин. Итоги недели. Луганская Народная Республика. В центре внимания была и международная повестка. Сотрудничество между Башкортостаном и Узбекистаном выходит на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года вырос на 20%. На неделе нашу республику с официальным визитом посетила делегация Центральноазиатского государства во главе с чрезвычайным и полномочным послом Батиржоном Асадовым. Ради Хабиров обсудил с ним планы взаимодействия и создания совместных предприятий. Что связывает Башкортостан и Узбекистан и в каких направлениях партнеры намерены развиваться, расскажет Даниил Байков. Так выглядит один из крупнейших вузов Средней Азии – Бухарский инженерно-технологический институт. Здесь готовят специалистов в области машиностроения, химии, нефтегазовой отрасли, легкой промышленности. Учебное заведение обеспечивает кадрами предприятия Узбекистана. Здесь созданы максимально комфортные условия и для молодых ученых. Поэтому вуз неспроста выбрали в качестве места представительства Евразийского научно-образовательного центра Башкортостана. Более 50 узбекских ученых повысят свою квалификацию, и в этом им помогут коллеги из нашего региона. По таким приоритетным направлениям, как микроэлектроника и фотоника, а также обучиться по программам передовой инженерной школы «Моторы будущего». А еще проводить совместные конструкторские работы. Буквально в начале апреля мы собираемся выехать в представительство, провести серию лекций наших ученых. У нас была оборудована наша аудитория Евразийского НОЦ на базе Бухарского технологического института, в которой планируется проводить встречи с предприятиями Республики Узбекистан, учеными, также проводить совместные лектории. Сфера образования тоже играет ключевую роль. Около 700 студентов из Узбекистана учатся в вузах Башкортостана. Благодаря брендированным классам УГНТУ в школе
школах зарубежного государства дети и подростки узнают полезную информацию об учебных заведениях Уфы. К слову, в центральноазиатском регионе живет более 30 тысяч башкир. Это не только Ташкент, это и Бухара, и Фергана, Ферганская область. Здесь играет важную роль еще и культурно-гуманитарный фактор, потому что близость тюркоязычных народов, она здесь срабатывает. Помимо научного взаимодействия, Башкортостан активно сотрудничает с Узбекистаном и в экономическом аспекте. Партнеры заинтересованы в обмене опытом и компетенциями. На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Батиржоном Асадовым Ради Хабиров отметил, отношения между страной и двумя республиками выходят на новый уровень. Внешнеторговый оборот по итогам 11 месяцев прошлого года достиг рекордных $183 миллиона. Мы в этом году существенно увеличили импорт, поэтому это для нас хороший показатель. И самое главное, что мы перешли, мне кажется, в плоскость более глубоких отношений. Все наши договоренности, которые возникли по итогам встречи и в правительстве Республики Узбекистан, и с акимами областей, мы заложили в дорожную карту. И эту дорожную карту мы контролируем, как она исполняется. Я бы хотел особо подчеркнуть и поблагодарить Ради Фаридовича за его усилия в развитии наших отношений между Башкортостаном и регионом Узбекистана. Мы договорились, что в этом году будет несколько визитов из Башкортостана в Узбекистан. Это и предпринимательские круги. Ну и ждем, конечно, Ради Фаридовича у нас в Узбекистане, потому что у нас очень большие планы, очень много проектов совместно. Их и реализуют партнеры, причем в самых разных сферах. Совсем скоро в Уфе должен появиться шоурум с холодильниками, лифтами, эскалаторами производства Узбекистана. Идут переговоры о создании технопарка в Ферганской области, появление в Ташкентской области предприятия по производству топливных присадок. А в Башкортостане строительство цементного завода, производство мягких упаковок, газовых баллонов, продовольственного рынка и не только. Это открытие торгового дома Узбекистана на территории Уфы. Второе, это крупные текстильные промышленники попросили сделать точку входа в Россию через Башкортостан. Те инвестиции, которые сделало правительство, руководство Узбекистана, в том числе в текстильную промышленность, инновационный сектор, она, конечно, поражает. Эксперты отмечают, Узбекистан надежный партнер для Башкортостана. На федеральном уровне уделяют огромное внимание тому, чтобы регионы России активно взаимодействовали с областями других стран для укрепления межрегионального сотрудничества. Много общего в культуре, в религии, в развитии. Поэтому именно российская связи, российская линия тут хорошо реализуется через, в том числе, связи вот таких вот регионов. В Башкортостане сейчас успешно работают более 20 компаний. По оценкам политологов и экспертов, их количество будет только расти. Импортируется из Узбекистана это материалы, это продовольственные товары, текстиля. Завозятся в республику, например, металлы в пределах 44% всего импорта составляет именно продукция металлургическая. Познакомиться с частичкой культуры Узбекистана можно и в центре Уфы, а именно в ресторане национальной кухни. Посетители в ресторане погружаются в атмосферу Центральной Азии. Взять даже женский национальный костюм чапан и кувшины, выполненные из красной глины. Все предметы интерьера и вещи привезены из солнечного Ташкента, что соответствует названию заведения. Даже блюда здесь готовят исключительно повара из Ташкента, чтобы посетители могли не только визуально насладиться через картины видами старинных городов Узбекистана. Заведение довольно-таки популярно становится только-только. То есть люди приходят также со своими компаниями. То есть большой плюс то, что у нас нет алкоголя. У нас порядка 70 блюд, из них только вторых блюд порядка 20. Жители республики, особенно представители старшего поколения, тоже могут увидеть красоты среднеазиатского государства по программе «Башкирское долголетие». В прошлом году 150 человек посетили с экскурсией города Узбекистана. Среди них и Гузель Галимова. Говорит, поездка была насыщенной. Гостям показали обсерваторию Улугбека, площадь Регистана и другие достопримечательности. Встретили нас там очень хорошо. Сразу же идет субсидия, то есть стоит 53 тысячи
57 тысяч, да, мы заплатили сразу 46 тысяч. Башкортостан и Узбекистан в развитии останавливаться не намерены. Сейчас по дорожной карте стороны реализуют 64 пункта. Четверть уже выполнена. Впереди большие проекты и в области промышленной кооперации и сельского хозяйства. А это дополнительные инвестиции, новые производства и рабочие места. Даниль Байков, Азат Ишбулатов, Дан Хамитов, Аяз Хабибулин. Итоги недели. В этом году в республике планируется к вводу 12 школ на 11 тысяч мест. Еще 35 распахнут двери после капитального ремонта. Реновация образовательных учреждений затронула почти каждый муниципалитет. Ожидается, что обновленные или новые учебные заведения помогут разгрузить другие, порой переполненные. С ходом работ в некоторых школах ознакомился Артур Шамсудинов. Ни в дождь, ни в снег, ни в морозы работа у строителей не останавливается. Школу должны сдать до конца года, поэтому промедления недопустимы. Мунир Хамадинуров не просто самый опытный, но и официально заслуженный строитель России. Знает это, как никто другой. Сколько школ возвел, не считал, но точно не менее 30. Тут, конечно, немножко тесновато строить. Неудобства есть, конечно. Здесь жилые дома. Вот заезд очень плохо, конечно. Ну, стараемся вовремя сдать. Но где площадь большой, там свободная стройка и быстрее получается. Год назад на этом месте располагалось прежнее здание школы. Из-за ветхости его были вынуждены снести, а площадку под новое учреждение подготовить. Одной из сложностей при возведении данного здания стал рельеф местности. Он здесь уклончивый. Перепад высоты между верхней и нижней точкой здания порядка 8 метров. Поэтому прежде чем приступить к возведению конструкции и укладыванию фундамента, рабочим приходилось срезать большой пласт земли. Плотность прилегающей застройки и ограниченное пространство стали причиной использования не совсем типового проекта. Здание, рассчитанное на 200 учеников, будет Г-образной формы, с 5 этажами в основном корпусе. В данный момент ведется возведение кирпичных стен. С фундаментов мы вышли. К лету планируем начать отделочные работы, фасадные работы, кровельные работы. Приступим к инженерным сетям, благоустроительным работам. К ноябрю планируем объект завершить. Как никто, окончания стройки ждут дети и учителя. Последние 5 лет после того, как их старую школу признали аварийной, всех переселили в соседние учреждения. Теперь в здании Центра образования номер 15 фактически 2 учебных заведения с двойным педагогическим составом. Поэтому и учиться вынуждены в 2 смены. В школе обучается 1022 ребенка. Но несмотря на это, мы знали, что у нас еще плюс к этому добавляется школа 23, их 425 человек. Ну, как говорится, тесноте это не в обиде, но мы смогли организовать учебный процесс в полном объеме, со всеми уходящими доп. Кружками. 15-я школа нас встретила дружно. Жили мы мирно. За это им большое спасибо. Но, как говорится, дома лучше, чем в гостях. В гостях хорошо, но дома лучше. В 2025 году планируется к вводу 12 школ. В их числе и учебное заведение в сердце Зауралья, в селе Аскарова Абзелиловского района. Учреждение совместят с детским садом. Строительство намерено завершить уже летом. Детей здесь будут учить на нескольких языках. В данном объекте очень много монтажников, работников, так скажем, села Аскарова, местное население. Вот. И они заинтересованы о качестве работ. Почему? Потому что их дети будут здесь учиться, получать образование. А вот в Стерлитамаке школу номер 2 должны открыть на несколько месяцев раньше намеченного срока, уже в апреле. Учебное заведение распахнет свои двери после капремонта. Работы проводят по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Всего же после капитального ремонта в 2025-м заработают 35 школ. По поводу количества видов работ, у нас 14 видов работ, это максимальное количество. Мы здесь все-таки убеждаем наших руководителей образовательных учреждений, чтобы они все виды включали. Это и кровля, это и вся инфраструктура, это и коммуналка, это, естественно, и в том числе пищеблок, спортивный зал, актовый зал, чтобы дети приходили уже практически в обновленную школу. Если выполнить все 14 видов работ, то, по сути, к школе можно не притрагиваться как минимум лет 20. Уже есть утвержденный план по обновлению учреждений до 2027 года. В списке еще 20 зданий, которые попали в федеральную программу по модернизации школьных систем образования. По количеству отобранных объектов Башкортостан занял 2-е место среди всех субъектов страны. Артур Шамсудинов, Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин и Марат Хамитов. Итоги недели.
Уфимские врачи провели уже 3 трансплантации костного мозга. Операции были сделаны врачами Центра детской онкологии и гематологии, открывшегося в прошлом году. Современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов позволяет им получать качественную помощь в своем регионе. Важную роль в профилактике и ранней диагностике заболеваний играют ФАПы и поликлиники. В этом году будут построены новые объекты. Обо всем подробнее в материале Анастасии Чебаевой. Если число не оканчивается цифрой 0, то оно не делится ни на 2, ни на 5. Неверно. Неверно, конечно. Так сейчас проходит обучение для Софии. Учителей видят с экрана телефона, вместо школы больничная палата. 2 года назад девочке поставили диагноз остеосаркома бедренной кости. В октябре после долгого лечения случился рецидив. Проходит противорецидивное лечение. Параллельно мы занимаемся с реабилитологом, чтобы она могла потихонечку продолжать двигаться, ходить. Еще 2 года назад София вместе с мамой попали в гематологическое отделение РДКБ. Сейчас лечение и реабилитацию проходят уже в Республиканском центре детской онкологии и гематологии. Чем отличается? Всем. Там, условия, там, палаты маленькие, то есть там лежали сразу иногда по 4, иногда по 3 человека. Тут уже лежат по 1 человеку. В новом корпусе очень много условий вообще для ухода за детьми. В плане того, что есть отдельное место для родителей, отдельная палата, санузел, палаты просторные. Есть кухня для того, чтобы мы могли ребенку приготовить то, что он любит. Благодаря центру медики теперь могут оказывать помощь, за которой раньше маленьким пациентам приходилось ездить в федеральные центры. Врачи уже сделали 3 пересадки костного мозга. Раньше в республике такие операции не проводились. Пока медики практикуют аутотрансплантацию. Это когда у пациента на начальных этапах лечения сбор проводится стволовых клеток и помещается на хранение. После проведения нескольких блоков терапии, после высокодозной химиотерапии проводится трансплантация. У каждого пациента с определенным диагнозом разные схемы лечения и разное время, когда потребуется произвести трансплантацию. Но все это время, а это может быть неделя и год, биоматериал необходимо хранить. Поэтому в центре было создано криохранилище. В данном хранилище у нас находится клеточный продукт, который хранится при температуре ниже 183 градусов Цельсия. Данное условие позволяет нам хранить клеточный продукт от нескольких дней, недель до нескольких лет. Центр готов в будущем предоставить возможности криохранилища и взрослым пациентам. Самое главное достижение – это то, что наши дети, которые раньше вынуждены были выезжать для получения этой технологии в федеральной клинике, сейчас могут получить это лечение в Башкирии. По нашим подсчетам прогнозируется до не менее чем 30 трансплантаций в год для детей только из республики Башкирия. Ранняя диагностика заболевания – это половина победы, потому так много зависит от первичного звена медицины. В Благовещенском, Янаульском, Учелинском, Абзелиловском, Аскинском и Бакалинском районах появятся новые поликлиники. Мы сейчас в моменте только строим 6 поликлиник в 6 районах. И в этом году мы их должны сдать. А плюс еще намечается другое большое строительство и дооснащение. Мы когда открывали Центр онкологии и гематологии, мы, собственно, так и хотели, чтобы операции по пересадке костного мозга начали наши делать врачи. Мы этого добились. И вы представьте к награждению те бригады медицинские, которые принимали в этом участие и впервые это сделали. Это на самом деле событие в медицине, насколько я понимаю. А главным событием для сел и деревень становится открытие фельдшерско-акушерских пунктов. На этой неделе в Шаранском районе заработали 2 ФАПа. Идет строительство еще 3. Особенно сильно ждут в деревне Куртутель. Старое здание уже непригодно. В морозы в помещениях холодно так, что прием не ведется. Фельдшер сама ходит домой к пациентам. К 30 году все старые ФАПы будут ликвидированы, будут построены модульные ФАПы, а где малые села, людей мало, будут мобильные. Мы будем приезжать. Еще не могу не сказать, я докладывала о наших поездах здоровья, акции здоровья в нашем комитете. С 1 апреля, включая по сентябрь, выезжают врачебные бригады в районы, села. Не остается. У нас в этом году мы проведем 100% будет охват всего населения нашего села. Всего в республике за этот год планируется открыть 130 ФАПов. Остро стоит кадровый вопрос.
В прошлом году мы прервали тенденцию по оттоку кадров из системы здравоохранения. Первое – это, конечно, те выплаты, которые проходят в рамках реализации, в том числе федеральных проектов. Это наши колледжи, которые работают в том числе по двойному выпуску. В этом году мы ожидаем увеличения количества среднего персонала. Это те филиалы, которые заработали в рамках поручения главы Республики Башкортостан. И они в этом году планируют выпустить уже первых специалистов. Одно из ключевых направлений сейчас – демография. В Башкортостане стартовал региональный проект «Охрана материнства и детства». В рамках нацпроекта «Семья» будут построены 4 модульных женских консультаций. И еще 8 откроются в центральных районных больницах. Анастасия Ильчебаева, Роберт Давлетбердин. Итоги недели. В республике активно работают по программе развития птицеводства. Это создание крупных предприятий по производству индейки, бройлеров и столового яйца. Все это делается, чтобы обеспечить Башкортостан своей продукцией, а также увеличить экспорт. Развитию могут помешать различные болезни. К примеру, в позапрошлом году со вспышкой птичьего гриппа столкнулось предприятие под Уфой, на полное восстановление которого уйдет еще не меньше года. Потому, развиваясь в строительстве и модернизации объектов, нельзя забывать про биобезопасность. Репортаж Тилии Махмутовой. После электриков сюда зайдут работники дезинфекции. Затем начнется испытание участка и проверка оборудования. И только потом весной площадку заселят птенцами индейки. Почти 20 тысяч особей. В этих птичьих яслях они будут 40 дней, пока не окрепнут. А после их переселят на другой участок для выращивания, где пернатых будут откармливать до 20 килограммов и больше. Мы готовим посадки, птичники, ставим ринги, чтобы они привыкли друг к другу, не кучковалась птица. Ставим временные поилки, временные кормушки, кроме того, что уже есть каждый день, несколько раз в день подсыпаем по чуть-чуть корма. Работу важного для экономики объекта восстановили 6 лет назад, после двухлетнего простоя. Благодаря новому инвестору мелиузовская индейка снова появилась на российских прилавках и регулярно улетает на экспорт. Крупнейший производитель в стране расширяется с каждым днем. Здесь вводят в эксплуатацию один за другим новые корпуса. Количество птичников увеличилось на 9 единиц, это после фазы строительства, а количество людей также растет в геометрической прогрессии. Закончили год с рекордными показателями для компании, произвели более 36 тысяч тонн мяса, индейки. Это только часть масштабного инвестпроекта, который рассчитан на несколько лет. Он предусматривает поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет в несколько раз. В этом году «Союзпромптица» намерена увеличить объемы до 40 тысяч тонн. Также в планах строительство собственного элеватора. Сейчас готовится документация по реконструкции второй очереди комбикормового завода и убойного цеха. Посторонним вход в птичник запрещен, съемочная группа не исключение. Туда могут попасть только рабочие, и то после всех процедур обработки и в спецодежде. Именно проникновение вируса птичьего гриппа стало причиной гибели пернатых 2 года назад на куриной птицефабрике. Все поголовье пришлось уничтожить, что в какой-то степени стало причиной дефицита яиц на прилавках. В прошлом году башкирская птицефабрика начала восстанавливать пострадавшие предприятия. Впрочем, на полную мощность производство должно заработать не ранее 2026 года. Наращивает объемы производства и бакалинская птицефабрика. С ее конвейеров только за сутки сходит около 90 тысяч куриных яиц. Начинали с нуля, выкупив и отремонтировав здание бывшего свинокомплекса. Сейчас предприятие продолжает развиваться. Проект расширения комплекса получил статус приоритетного на одном из инвестчасов в ноябре прошлого года. Постоянно что-то новое приобретаем, что-то новое покупаем. Вообще начинали с ручного сбора и с ручной сортировки. Здесь еще стояли только весы и женщины, и они взвешивали вручную все это. А сейчас, как видите, здесь стоит голландское оборудование. В республике ведется непрерывная работа по расширению производства и наращиванию объемов яиц и птицы. Комплексы активно продвигают концепцию насыщения домашнего рынка, стараются работать со всеми федеральными и региональными торговыми сетями.
а также выходит на экспорт. Мы видим, что в ближайшее десятилетие перспектива развития данного направления достаточно, как наш потенциал развития, мы видим положительные. Есть спрос на российском и мировом рынке на ту продукцию, которую мы будем производить. Наша республика может до 300 тысяч тонн спокойно занять территорию этими производствами и производить данную продукцию. В Минсельхозе Башкортостана намерены к 30 году запустить порядка 300 птицеферм. Речь не только о новых, но и реконструированных. Все это позволит стабилизировать рынок птицы на прилавках, а также поддерживать уровень цен без резких скачков в сторону повышения. Дилия Махмутова, Артур Хуснудинов. Итоги недели. В республике растет заболеваемость свиным гриппом. Это и другие новости также были в информационной повестке недели. О некоторых из них короткой строкой расскажет мой коллега Эмиль Басариев. В День защитника Отечества в Башкортостане дали старт просветительскому марафону «Знамя мужества и чести». Штандарты именных подразделений республики, которые выполняют боевые задачи на территории спецоперации, посетят города и районы региона. Первым 20 стягов принял Иглинский район. До 26 февраля знамена будут выставлены в Доме культуры. В каждом муниципалитете пройдут торжественные встречи марафона и цикл просветительских мероприятий. В День Героев Отечества 9 декабря знамена вернутся в Уфу. Экс-главе Госжилнадзора Республики Артуру Давлетшину продлили арест до 12 мая. Он был задержан в конце декабря прошлого года. Ему вменяют получение взяток в крупном и особо крупном размерах группы лиц по предварительному сговору. Один из эпизодов следствие связывает со строительством центра «Озон» в Благовещенске. В начале февраля управление ФСБ по республике сообщило, что в ведомстве региона действовала масштабная система получения взяток от застройщиков. За последнюю неделю в Башкортостане более чем на 10% выросло число заболевших сезонными респираторными инфекциями. У больше чем половины обратившихся за медицинской помощью диагностирован вирус гриппа H1N1. Есть уже закрытые на карантин школы и детский сад. Прогноз медиков – в ближайшие 2-3 недели заболеваемость гриппом и ОРВИ будет расти. Специалисты советуют поддерживать иммунитет и соблюдать санитарно-гигиенические правила. В Башкортостан из США вернулись дети, которых в Штатах разлучили с матерью, уроженкой республики. Американские власти изъяли несовершеннолетних из семьи и передали в социальное учреждение из-за пьянства отца. Дочь едва не оказалась в приемной семье. Переговоры о репатриации детей велись федеральным и региональным аппаратами уполномоченного по правам ребенка при участии уфимских властей. В итоге 11 февраля окружной суд вынес решение о возможности передачи детей бабушке в Россию. В республике заработал чат-бот по грамматике «Город без ошибок» Башкортостан. Теперь жители региона смогут принять участие в исправлении грамматических и орфографических неточностей на вывесках, рекламных плакатах, дорожных знаках, названиях улиц и других надписях. Робот понимает оба государственных языка республики – русский и башкирский. Бот доступен в мессенджере Telegram. Нужно лишь указать точный адрес ошибки и прикрепить фото. В Уфе наградили первую группу волонтеров, которые в течение 2 недель помогали ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье. Им вручили знаки отличия Госкомитета по молодежной политике Башкортостана, а также памятные подарки. Республика стала одной из первых, кто направил свою организованную делегацию волонтеров для помощи с ликвидацией экологической катастрофы. Впервые за 15 лет башкирская горнолыжница стала чемпионкой России. Спортсменка из Белорецка Танзила Исраилова выиграла главные соревнования в стране сразу в 2 дисциплинах. Накануне горнолыжница вернулась в родную республику. В Уфимском аэропорту победительницы организовали теплую встречу. Все подробности в материале Артема Кочешева. Так встречают только чемпионов. Баннеры и музыкальный оркестр – приятное дополнение к эмоциям от возвращения домой. Почти месяц назад Танзила Исраилова уехала на соревнования. Тогда сложно было представить, что вернется не только с медалями, а с уверенной победой сразу в 2 дисциплинах. Таких успехов в республике не было 15 лет. Тогда чемпионкой России стала Лейсан Раянова, участница Олимпийских игр в Ванкувере. И вот теперь новое историческое достижение. Я очень счастлива
от результата, от того, что у меня получилось это сделать, но какого-то грандиозного ощущения я не чувствую, но я чувствую эту поддержку от нашей республики, постоянно меня поддерживают, очень приятно, вот это я ощущаю. А то, что какое-то грандиозное событие, пока мне это не пришло и, наверное, не придет, это спорт, и это как-то капля в море. Чемпионат России по горнолыжному спорту проходил в республике Алтай на курорте Манжирок. Танзила Исраилова победила в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В борьбе за победу опередила более 50 соперниц. Я ее знаю уже давно, и даже с юношеских лет, то есть еще лет 5-6 назад я видел в ней такой огонь хороший, в общем-то, спортивный. И то, что она должна была выйти в элиту горнолыжного спорта России, это ожидаемо. Танзила Исраилова родилась в 2006 году. 8 лет начала заниматься горнолыжным спортом в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва в отделении в Белорецке. Танзила занимается уже больше 10 лет горнолыжным спортом в Белорецке. У тренера Сорокина Елены Григорьевны, это ее первый и на по сей день единственный тренер. Большое человеческое спасибо за воспитание такой прекрасной спортсменки. Башкирская спортсменка – победительница юношеского и юниорского первенства России. В январе прошлого года ей присвоили звание мастера спорта России. На этой неделе Танзила выступала в составе сборной Республики Башкортостан в городе Белокуриха Алтайского края на чемпионате России в дисциплине параллельный слалом. Вместе с Танзилой в Уфу прилетели и другие лидеры команды – Ксения Подлепчук, Дмитрий Колченогов и другие. Отдельно можно отметить Тимофея Кельдюшкина, который недавно получил травму. На примере Танзилы Исраиловой и других башкирских спортсменов растет и новое поколение горнолыжников. Смотрели, болели, кулачки держали, до последнего смотрели. Прям рада очень за нее. Смотря на Танзилу, как мне кажется, у нее больше всего это то, что она не сдается, тренировки, хорошие тренера, могу отметить. И, наверное, самое главное – верить в себя, то, что ты сможешь. Сезон на этом не заканчивается. В марте продолжится борьба за медали первенства России среди юниоров в Южно-Сахалинске. Башкирские спортсмены вновь проведут борьбу за самые высокие места. После этого результата как будто больше сил появилось и мотивации работать и подтверждать свой титул. Артем Кочешев, Вадим Исламов. Итоги недели. Такова была уходящая неделя. Итоги следующие подведем через 7 дней. Далее сразу после нас рубрика «Между нами». Это авторский взгляд нашего коллеги Руслана Шарафудинова. А затем программа «Республика Лайв». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и с праздником. Здравствуйте, я Руслан Шарафудинов. Между нами в историческое время живем. В мировой геополитике тектонические сдвиги. События на мировой орбите несутся галопом по Европам и заслоняют все остальное, честно говоря. Слишком много от этого зависит в нашей будущей жизни. То, что еще вчера казалось невозможным, сегодня реализуется на глазах. На минувшей неделе в Саудовской Аравии прошли официальные переговоры России и США. Главный предмет переговоров – условия мирного соглашения по Украине. Дальше личная встреча Путин-Трамп, которая уже вовсю готовится. Во всем мире все это безусловно воспринимается как личная победа Путина и России, об изоляции которых никто уже и не заикается. Европа и Украина переживают тяжелый посттравматический синдром. Третий мир завороженно наблюдает за происходящим, буквально открыв рот. А тут еще и Трамп устроил публичную порку Зеленскому, которого откровенно презирает, с переходом на личности в стиле «ты никто и звать тебя никак». Зеленский – просроченный диктатор с рейтингом 4%. Это Трампова цитата. В ответ на барский гнев Трампа Зеленский начал неблагодарно хамить, кусая кормящую руку. Все смешалось в натовском доме. Заговорили даже о насильном смещении Зеленского. Такой раздрай в стане врага нам выгоден, честно говоря. Но врагом от этого они быть не перестают. Не надо забывать, что если бы не США, не было бы ни Майдана, ни госпереворота на Украине, ни всего того, что случилось потом. Не надо испытывать иллюзий. Быстрого и простого решения не будет. Национальные интересы у всех свои. И гадать на трамповой гуще – дело неблагодарное. А самая опасная иллюзия, которая может нами овладеть, что вот-вот все закончится. Да, переговоры – это большой и значимый шаг.
Но до выхода на какой-то компромисс прольется еще немало времени и крови. И все это время бои будут продолжаться, и переговорная позиция будет прямо зависеть от положения на поле боя. И ничто иное, как боевой дух и героизм наших воинов на фронте усадили американцев за стол переговоров. Украинскую армию обучают, вооружают и кормят за западный счет. Мы реально воюем со всем блоком НАТО, и Америка, как главный спонсор и куратор ВСУ, решила пойти путем дипломатии, когда поняла, что военным путем Россию не согнуть, она только крепче становится. Защитники своего отечества – вот наш главный аргумент в переговорах. Тысячи воинов-башкортостанцев сегодня выполняют боевые задачи там, за ленточкой. Не зря 2025 год объявлен годом защитников Отечества. Сначала в Башкирии, а потом и во всей России. Все защитники Отечества и ветераны Великой Отечественной, и афганцы, и участники боевых действий на Северном Кавказе, и, конечно, те, кто сейчас на передовой, заслуживают самых теплых и благодарных слов. И не только слов, но и всесторонней помощи. Что же касается мер поддержки участников СВО и членов их семей у нас в Башкирии, то они просто беспрецедентные. И федеральный центр постоянно приводит нашу республику в пример другим регионам. Системный подход Ради Хабиров показывает и в отношениях с молодежью. Продуманная молодежная политика – это долговременные кадровые инвестиции. Глава региона взял за правило регулярно встречаться с молодежью в различных ее ипостасях – студенческой, бизнесовой, рабочей, научной, креативной. Уже 4 раза за минувший месяц и 2 на этой неделе. Сначала с молодыми сельчанами, и вот в канун Дня защитника Отечества с участниками военно-учебных сборов в нашем парке «Патриот». Да, все эти молодежные группы разные, со своими интересами, но их объединяет стремление к признанию, успеху и самореализации. А Башкирия заинтересована, чтобы эти свои стремления молодые кадры реализовывали дома. И для этого с ними надо общаться, знать, чем они живут, и доносить до них, что сегодня важно для страны и республики. Ради Фаритович и сам заряжается от молодых энергией и идеями. Это видно невооруженным глазом. Продолжаем «Между нами». 2 недели назад в эфире канала БСТ вышел фильм «Баймакская трагедия», приуроченный к годовщине баймакских событий. Год – достаточный срок для того, чтобы с холодной головой осмыслить случившееся в январе прошлого года, его причины и последствия, и правовые, и идеологические. Авторы фильма глубоко препарировали всю анатомию протеста, честно и доказательно, разложив все по своим полочкам. И показав на фактах, кто дергал за ниточки и кому это было выгодно. И авторы правы, это действительно трагедия. Прежде всего для простых мужиков из башкирской глубинки, кто купился на провокации профессиональных манипуляторов и попал в уголовные жернова правосудия. Потом настоящие зачинщики беспорядков фактически бросили их на произвол судьбы, оставшись сами на евробезопасном расстоянии. Одна крайность – делать вид, что ничего не было. Другая крайность – мазать все черной краской. Ну а проанализировать произошедшее, тем более спустя год, просто необходимо. Это по-взрослому. Для того, чтобы извлечь уроки, сделать выводы и двигаться дальше. Это необходимо и власти, чтобы системно работать со всеми крыльями башкирского общества, и обществу, чтобы распознавать потом попытки им манипулировать. Фундамент у нас крепкий, зарубежными иноагентами нас не возьмешь. Друзья, этим отщепенцам плевать на нас. Они радуются нашей крови и любой нашей беде. Настоящие манкурты – это как раз они и есть. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. Между нами всем рекомендую посмотреть фильм Тимура Валитова «Баймакская трагедия». Его можно найти в соцсетях. До свидания. С вами был Руслан Шарафутдинов. С Днем Советской Армии вас и Военно-Морского флота, то есть Днем Защитника Отечества. Берегите себя и своих близких. Все будет хорошо.